добрый вечер. Смотрите Якутия Лайв. С вами Ирина Ефимова. Все лето в Якутии бушевали пожары. Огненная стихия шла по территории нашего региона как полноправная хозяйка, сжигая дотла деревья, выжигая миллионы гектар леса. С огнем боролись все – правительство, силы МЧС, лесники, авиалесоохрана, Якутлесресурс и добровольцы. Огонь удавалось сдерживать и не подпускать к населенным пунктам. Но, к большому сожалению, стихия все же добралась до села Бяскёль Горного Улуса. Как ни старались огнеборцы, огонь забрал целую деревню. При этом правительство отреагировало на беду якутян мгновенно. Было принято решение во что бы то ни стало помочь жителям села. Глава Якутии Айсен Николаев вылетел на место пожара, провел несколько совещаний, был разработан план действий и назначен курирующий восстановление села зампред. Сегодня у нас в гостях это Дмитрий Бертников, который каждый день видится с жителями села, следит за работой по восстановлению села Бяскёль. Добрый вечер, Дмитрий Викторович. Здравствуйте. Жители села остались в прямом смысле этого слова на улице. Это очень страшно потерять все, тем более, когда это происходит у тебя и твоей семьи. Врагу не пожелаешь. Расскажите, пожалуйста, вот о первой помощи пострадавшим семьям. Что было сделано в первую очередь? Расселили их куда-то, отправили? Что? Еще раз здравствуйте, уважаемые земляки, Драбалурун. Много было в прессе сюжетов, много было сказано, на эту тему рассказано и показано. Действительно, 7 августа в результате пожара порывистый ветер был достаточно сильный, температура высокая была, выше 27 градусов по Цельсию. Значит, одномоментно было уничтожено более 200 строений, которые находились вот в этом районе села Бяскёль. Одномоментно, без крова, вот в прямом самом смысле слова, остались 190 человек, пострадали. Было уничтожено в целом более 200 строений, из них 26 жилых индивидуальных домов, 6 многоквартирных, помещения для содержания скота и так далее и тому подобное. Конечно, трагедия страшная, и, как вы сказали, реакция нашего главы республики была моментальная, потому что уже ранним утром следующего дня я был вызван главе, и мне было объявлено новое задание о создании оперативного штаба по ликвидации последствий и восстановлению поселка, который я и возглавил решением главы республики. И в течение следующего дня, то есть 8 августа, штаб был полностью сформирован, и мы приступили непосредственно к оказанию помощи и работе по восстановлению. То есть это все заняло буквально вот одни сутки. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, и задать вопрос можно, отправив сообщение на номер нашей горячей линии в мессенджере WhatsApp по номеру 8 914 235 0502. Ну вот, Дмитрий Викторович, первые меры приняты, и какие были следующие шаги? То есть для восстановления села ведь нужно финансирование, четкая, слаженная работа властей, согласованность действий. Ну, вот в продолжении того, о чем я сказал, стоит отметить, что оперативно, превентивно, когда уже было ясно, что вот эта часть поселка, ее отстоять не удастся, было максимально быстро эвакуировано более 200 человек жителей, это точнее 211 человек, из них 114 детей, все они были размещены в пункты временного пребывания в поселке Бердигистях. Им была оказана первая сразу же помощь. Безусловно, значит, эти пункты были подготовлены и снабжены всем необходимым. Медицинское обслуживание, питание, даже работа психологов из нашего бюджетного учреждения была организована с людьми. Значит, люди были размещены, накормлены, обеспечены всем необходимым. Это самое первое, что нужно было сделать. Конечно, сразу же указом главы республики было предусмотрено выделение первого денежного пособия, которое все люди получили. Это самые первые деньги, которые должны были как-то поддержать людей в этот момент. Дальше работа по выплатам шла системно, и она сегодня еще продолжается. То есть это выплаты всех уровней, и республиканские, и федеральные выплаты, которые еще сегодня на стадии до согласования, и, значит, эти выплаты будут людям обязательно доведены. А республиканские они получили ведь сразу, да? Да. Сейчас речь идет о федеральных выплатах. Это тоже очень серьезные выплаты, которые идут по утрате имущества. Здесь работа с федеральным центром сегодня уже близится к завершению. Люди также все, так сказать, получат эти деньги до конца.
Надо отметить, что вот параллельно со всем этим, как я уже сказал, был создан оперативный штаб, в который вошли представители органов исполнительной власти, практически все структуры, которые могут и должны быть задействованы в реализации такого рода мероприятий. Был составлен план действий, план мероприятий. Сразу же, буквально через день, были проведены встречи с жителями, и мы, я уже как руководитель штаба, представившись людям, мы начали вместе обсуждать дальнейший план действий. Хочу сказать, что люди сразу же, не все, но население сразу же стало включаться в этот процесс. Мы мгновенно, значит, нашли общий язык, и я поделился с людьми теми планами, которые сегодня перед штабом стоят, и что мы должны сделать. По восстановлению села уже безусловно, работают, да? да не только села, а по восстановлению в целом нормальной жизни. Ну вот Ведь там восстановление села — это же комплексный процесс. инфраструктура. Конечно, это не только восстановление там, линии электропередач, газа, обеспечение водоснабжения, но и строительство жилых домов, и в целом создание нормальной атмосферы в поселке. Вот сгорело 30 домов и 300 хозяйственных построек. Вот цифры внушительные. Как сейчас идет восстановление? Как оно начиналось вообще поэтапно? С какого момента? Значит, собравшись, значит, по поручению главы, как я сказал, также проведена была работа с нашими партнерами республиканскими. На эту беду откликнулись практически все республиканские предприятия, которые здесь работают, федеральные предприятия и республиканские, которые у нас на территории работают. Об этом потом подробно можно будет поговорить. Но вот для восстановления домов было выделено сразу же 200 миллионов рублей. Это наш центральный такой знаковый партнер, компания «Алроса». Деньги направлены в фонд будущих поколений, и через фонд будущих поколений сегодня через договорные отношения, значит, эти деньги доводятся, и дома восстанавливаются как раз вот за счет вот этих средств. Но это ведь не восстановление, это заново просто их строят ведь, да? Ну, мы называем восстановление, даже уже такое слово и реновация используется сегодня в отношении вот этого района, поселка. Конечно, на встречах с жителями были обсуждены способы, значит, восстановления, принцип и технологии, какие дома мы будем строить, в какие сроки. То есть на самом деле это новые дома ведь? Абсолютно новый поселок. Я вам скажу, вот эта часть поселка, это абсолютно новый поселок. И вот мы с вами, если те, кто не бывал, вернее, те, кто был там из журналистов на момент этой катастрофы, и сегодня это уже, так сказать, совсем другой населенный пункт. Ну вот смотрите, первые компенсации выплатили, решение о восстановлении села есть, и президент Путин поддерживает идею о том, что селу нужен новый культурный центр и школа. Вот как жители отреагировали на это решение? Вы, наверное, видели реакцию. Я думаю, что вы его и озвучили, это решение. Действительно, у нас есть такие еще две знаковые точки в поселке, да, о которых сегодня ожидаемые, о которых так сегодня много говорят. Глава республики обратился к президенту действительно с такой инициативой, чтобы построить, поддержать нас, республику, в строительстве новой школы здесь, в поселке. Этот вопрос сейчас прорабатывается. Минстрой сегодня отрабатывает по заданию руководителя республики документы, и, скорее всего, будет подготовлен какой-то проект из тех, которые уже использовались на территории республики, для того, чтобы его привязать и реализовать. А что касается культурно-досугового центра, то этот проект, который, в принципе, усилиями нашего Министерства сельского хозяйства сегодня зарейтингован и находится в реестре. Там процедура окончательного принятия решения по всем федеральным объектам такого рода Минсельхозом Российской Федерации будет окончательно принята 15 ноября. И у нас тоже есть основания надеяться, что этот проект будет поддержан и также реализован на территории поселка. Но на место пожара вылетал полпред президента Юрий Трутнев, который хорошо оценил работу правительства, действия местных властей. Вот расскажите, с какими проблемами жители обращались к Юрию Петровичу? И к вам они с какими проблемами подходят? Потому что вы же там живете практически в последнее время. Да, действительно, Юрий Петрович Трутнев посетил точку, самую центральную точку, да, нашего сгоревшего, пострадавшего района. Он был прямо в центре событий, как раз там происходил процесс наведения порядка. Отметил, что за такой короткий срок достаточно большая работа была проведена, расчищена было, напомню, 13,5 гектаров территории, и
более 10,5 тысяч кубов мусора и сгоревших остатков было вывезено, а завезено 9,5 тысяч кубометров песка. Проведена планировка под часть строительства домов, под строительство жилых застроек. Отметил, что темпы удовлетворительные. Мы ему доложили о тех проектах, которые мы реализуем сейчас при строительстве новых домов. Он внимательно их изучил. На встрече с жителями присутствовали, кстати, наши, я чуть не оговорился, односельчане. Односельчане уже, потому что живете вы да, там присутствовали, да. значит, жители села, задавали вопрос, действительно, что вот такие дома мы ждем, что времени мало, мы рассчитываем. Значит, Юрий Петрович поддержал людей, еще раз одобрил, еще раз напомнил нам всем о том, что сроки сжатые, что максимальная мобилизация всех сил и средств должна быть для того, чтобы реализовать это все в кратчайшие сроки. И также жители его спросили, конечно же, про культурно-досуговый центр и про школу. Полпред сказал, что все, что возможно, постараемся сделать. Ну, то есть надежда, то, что нас поддержит, у нас остается. То есть школа и культурный центр – это то, что важно для них, то, что они ждут помимо восстановления? Ну, во всяком случае, это такие вещи, которые тоже сегодня обсуждаются. И к вам тоже с такими вопросами подходили, да? Вы знаете, ко мне, наверное, было бы неправильно сказать, что с такими вопросами. Ко мне больше подходят с утилитарными, простыми нашими житейскими вопросами. Мы решаем огромное количество на месте вопросов. Это вот мы долго обсуждали проекты, мы долго занимались подписанием, оформлением, рассмотрением, обсуждением договоров. Мы долго выбирали и обсуждали пятна застройки, тоже была большая дискуссия. Мы очень долго вместе со строителями выстраивали саму схему работы, потому что строительный комплекс – это тоже такая достаточно не очень поворотливая машина, и так быстро ее развернуть на решение таких моментальных задач – это тоже непросто. Очень много вопросов было связанных с хозяйством, с утерянным хозяйством, с восстановлением, со скотом, с кормами. И мы как-то вот в эти вот больше уходим. То есть вопросы, которые нужно решить здесь и сейчас, да? И с той же водой, освещение. Значит, ну, и вопросов на самом деле огромное количество. И вот сегодня потихонечку, шаг за шагом мы их отсекаем. Люди успокаиваются, понимают, что власть с ними рядом. Это очень важный момент, что мы здесь, мы вместе решаем вопрос. Мы не обещаем золотые горы. Мы говорим, что есть трудности, мы действительно декларируем о том, те моменты, что это не просто, но нужно сделать, и люди включаются и помогают, и общаются. Ну вот, кстати, про власть. Депутат Госдумы Николай Валуев тоже прилетал в Бескёль, с ним вместе прилетал десант молодежки ОНФ. Вот что ребята там делали и вообще насколько нужны добровольцы? Ну вот с самого начала, и вообще у нас в республике во время, вот за это лето, наши добровольцы, республиканские, приезжие, очень много людей, конечно, отметили себя с самой лучшей стороны. И здесь, на территории поселка, с самого первого момента работало достаточно большое количество добровольцев. То есть, несмотря на то, что у нас дислоцировались подразделения Министерства обороны, это ребята сводная инженерно-саперная рота, которые помогали и техникой, и тоже на карауливании работали и наводили порядок вместе с добровольцами. У нас работало 75 человек наших республиканских добровольцев, которые занимались восстановлением и расчисткой территории вместе с ребятами из УНФ. Попозже подъехали ребята из УНФ, значит, тоже подключились к этому вопросу. Работа была колоссальная, повторяю, проделана. За короткое время и расчищена территория. И вот УНФовцы подключились вместе с военными. Животноводческий комплекс, который пострадал, сгорел, да, но достаточно громоздкое такое было сооружение. Они очень быстро помогли его снести, очень грамотно, технично. Помогли нашим жителям по хозяйству в различных семьях, не только тех, которые пострадали от пожара. Они включались в работу с жителями по мелочам, помогали по хозяйству, делали заборы, расчищали территорию. Даже вот вроде мелочь, но она очень такая знаковая. Ребята привели в порядок, покрасили памятник герою Советского Союза Лунгинову, который находится на территории школы. А уже потом такой финальный аккорд, знаковый аккорд, это вот когда Николай Валуев прилетел вместе с ребятами, осуществили высадку деревьев. Значит, в поселке 50 деревьев высадили в самом центре, и 250 саженцев рядом с поселком были высажены.
Ну вот, кстати, про посадку деревьев. Вы же тоже приняли там участие в акции «Сохраним леса». И будет ли продолжена эта работа по восстановлению лесов? Хороший вопрос, и я на него отвечу, наверное, чуть более емко, не ограничиваясь только поселком, моим поселком теперь, Бескюль. Это очень важная и нужная акция. Я принимал участие в этой акции еще проживая в Иркутске. Мы огромное количество леса высаживали в 2019 году, когда стартовала эта акция. Вы знаете, пострадали вокруг Байкала. Тоже были страшнейшие пожары несколько лет. Значит, мы осуществляли высадку там. И когда здесь возник вопрос по Якутии с организацией такого рода мероприятия, я уже как человек, имеющий опыт, получил также поручение из Москвы скоординировать, помочь эти вопросы решить. В Неринге мы поучаствовали, провели хорошую акцию. Там был дан старт вообще этой Да, это вообще была акции, общероссийская, кстати, да. именно в Нерингре. Наши жители должны знать, что от нас, из Якутии, вот из Нерингри, это был дан старт, и пошла, по всей стране пошла акция. Затем мы здесь вот организовали высадку деревьев, и у нас здесь в Центральной Якутии, тут уже Арсений Сергеевич принимал участие, это вот была такая тоже мощная акция, растянутая на несколько дней. То есть накануне ребята УНФовцы перед отъездом высаживали представители наших силовых структур, различных организаций. И вот на следующий день продолжили это мероприятие. Тоже большое количество саженцев высажено. И этим надо продолжать заниматься. Вот этим нужно заниматься регулярно. Там, где это можно, там, где это нужно. И, конечно, природа это благодарно воспримет. Это невысокие слова, это отразится потом на будущих поколениях. Это то, что мы после себя оставим. И вот сегодня, кстати, вопрос стоит о создании наших республиканских лесопитомников. Это очень важный вопрос, им нужно обязательно заниматься. Вот глава республики его взял сейчас на контроль. Вот, кстати, об этом и был мой следующий вопрос. То есть, считаете ли вы, что точечная посадка леса, она как-то решит эту проблему, или нужно подходить комплексно? Конечно, комплексно. И точечная решит, и комплексно. Но есть же недаром народная поговорка. Ты хоть одно дерево посади, это уже большое дело. Но комплексный подход, конечно, в масштабах, ну, в данном случае мы говорим нашей республики, это вещь очень необходимая, это вещь актуальная. Мы же лесная республика, посмотрите, ведь у нас 80% нашей территории леса. Природоохраняемые территории. Конечно, это вещи. И вы знаете, они чем вот такие мероприятия хороши? Они вовлекают, вот в эти действия вовлекаются все. Неважно, какой человек сословия, какой нации, какого возраста, все принимают участие, все воспринимают это позитивно, это еще и хорошие объединяющие такие вещи. Ну, давайте вернемся в Бескюль. Какие меры поддержки будут оказаны малому бизнесу? Потому что, насколько я знаю, там пострадал автосервис, крестьянское хозяйство. Вот это же важные вещи для комфорта селян. Да, у нас по нормативно-правовым актам 9 субъектов предпринимательства пострадали вот в этой части. Всего их, кстати, в поселке у нас более 60 предпринимателей зарегистрированы. В таком небольшом поселке, это ведь... Да, это очень такой активный поселок в своей деятельности. Я вот сейчас объясню, почему. И вот из этих 9 один предприниматель, это молодой парень, Дмитрий, мой тезка, кстати, Авакумов, он имел мастерскую небольшую, шиномонтажную. И вот мы ему помогли через наши структуры республиканские, правительственные, через Министерство по предпринимательству. И он пообещал, что он сделает еще лучше автосервис, автомастерскую. Он сейчас с ребятами ее восстанавливает, строит. То есть вот показатель. Наша молодежь может работать руками, хочет, может работать. И вот он там строит вместе с домами, сейчас возводит свой автосервис. И 8 субъектов по линии сельского хозяйства. Это люди, которые содержали скот, и утрачены были и скотопомещения у них, и скот. Это тоже решением главы республики было взято на особый контроль, и усилиями нашего Министерства сельского хозяйства выделены субсидии на поддержку. Вообще это мера беспрецедентная. Достаточно большие деньги выделены, это 62 миллиона. В целом по линии Минсельхоза выделено на восстановление скотопомещений, их 8, включая большое животноводческое хозяйство ИП Петров на 100 голов, которое сейчас вот тоже в активной стадии строительства. Это будет современный тоже большой
комплекс, а также на частных подворьях 7 хотонов построены уже практически, были подключены также и добровольцы работали, и наши УНФ работали, и бригады выделенные по линии Минсельхоза, все участвовали, так сказать, в строительстве, помогали жителям. Сейчас предприниматели получат, по окончанию строительства, получат компенсацию по скоту, то есть будет по головам им предоставлена компенсация. И они на Сколько деньги голов? смогут купить? Нет, прям по головам будет. Вот сколько коров было, столько человек получит коров. Сколько телят было, столько телят ему Минсельхоз предоставит. Сколько птицы было, значит, прям по головам. То есть даже не по деньгам, а по в новое конкретно. скотопомещение они смогут. Да, это тоже очень такой важный животные. шаг. Ну и, разумеется, поддержка будет оказана, тут я немножко шире скажу, не только тем, кто пострадал от пожара, но и жителям другим, наши и Бескюля, и Горного Улуса, и других, где ввиду засухи и пожаров были утрачены сенокосные угодья, то есть поддержка будет оказана и по кормам, и по фуражу. Этим Минсельхоз занимается наша республика. Спасибо. Но тут есть вопрос, который волновал многих якутян, вызвал огромный ажиотаж в интернете, обсуждение. Как вы думаете, почему вышло так, что дом известной удаганки, целительницы Зои Дурановой, единственный там в этом селе уцелел при пожаре? То есть это мистика какая-то или этому есть объяснение рациональное? Вы сказали, целительница известна? Целительница, Ну, удаганка. так вы сами ответили на свой вопрос. Твори добро, и тебе дано будет. Видимо, помогает людям человек. Но дом действительно не пострадал. Если шутки в сторону бросить, удивительно. Сейчас уже как-то на фоне строящихся домов не очень видно, а вот на фоне, когда пепелище он стоял один, да, действительно так. Бывают чудеса. То есть это правда было чудо какое-то? Ну, давайте каждый будет для себя сам делать вывод. Чудо, ну, во всяком случае, это позитивный момент. Ну, в общем, факт есть факт. Факт есть факт. Но работы по восстановлению села идут. Что еще осталось сделать, и все ли вы успеваете в срок? У нас же очень короткий строительный сезон. Да, вы правы, работы идут. На сегодняшний день Трудности сваи. ведь наверняка есть. Ну да, мы не будем о трудностях сейчас рассказывать. Действительно, ну вот все люди, кто связан так или иначе со строительством, с какой-то хозяйственной деятельностью, понимают, что сроки действительно сжаты. Но на сегодняшний день у нас все 34 дома в работе, то есть сваи и нулевой цикл окладные венцы сделаны на всех домах. Практически 23 дома комплекта вывезены и сегодня в работе из 34. На 15 домах уже ведется работа с кровлей, завозятся окна параллельно, в 2 домах уже идет отделка внутри. То есть все работы идут параллельно. Кроме того, у нас выполнен полностью ремонт линии освещения, все заменены опоры, заменен СИП-кабель, все под напряжением стоит. Сети газоснабжения отревизированы и тоже готовы к запуску тепла. Единственное, у нас на 5 участков будут перенесены стояки, там, где поменялись пятна застройки, это в процессе техприсоединения. Здесь у нас тоже готовность достаточно высокая. У нас сегодня, как я сказал, с хатонами мы уже близимся к финалу. Самый крупный животноводческий комплекс у нас по плану окончания 20 октября, но я думаю, исходя из темпа работ, которые взяли наши подрядчики, мы его раньше закончим. Кровли приступили, вывозится уже сегодня материал, непосредственно укладывается профиль на крышу, утеплитель завозится. То есть все вот эти работы потихонечку, так сказать, продвигаются к финалу. Ну, конечно, у нас еще есть дома, которые в работе у нашего поставщика на предприятии. Вот сейчас мы, к сожалению, будем зависеть от его системной слаженной работы, потому что вот-вот он нам должен буквально в оставшиеся 10-12 дней выдать все оставшиеся домокомплекты для того, чтобы строители, так сказать, успели их быстро смонтировать. До зимы успеете? Да не просто до зимы, нам надо осенью это все успеть сделать и сделать качественно. Вот это еще очень большой вопрос, и мы, так сказать, ему уделяем достаточно большое внимание. И жители у нас помогают в этом вопросе. У нас создана общественная группа из жителей, которые следят за качеством, которые работают в этом направлении.
но и достаточно большое количество жителей все время присутствует, в принципе, на площадке, общаясь со строителями. То есть они все находятся постоянно. А они там просто в теме. общаются или они помогают в строительстве домов сами? Общаются, помогают, интересуются. Ну, в принципе, чем можно, действительно помогают. У нас есть официально оформленные люди, которые устроены и работают в бригадах на восстановлении своих и соседских домов. Есть люди, которые, так сказать, как говорится, чем могут, тем помогают. Но, во всяком случае, вот так получается, что в процесс все равно все так или иначе вовлечены, те, кто... Ну вот вы сказали, что в каких-то домах уже заканчивается отделка, то есть они прям с полной отделкой будут? Да, я Давайте хочу опишем. еще раз напомнить, что они будут с отделкой и полностью благоустроенные. То есть в каждом доме будет санузел, отопительный котел, водогрейный котел, емкость для воды, ну и, разумеется, на улице септик. То есть дом будет полностью То есть даже у укомплектован. тех, у кого это раньше не было, да? Конечно. А там ни у кого этого не было. Это мы вот делаем комплексно всем. Ага, ну то есть новые дома, они будут, Новые дома, они будут по качеству гораздо лучше, конечно, чем то, что у них конечно. И вот эти панели, которые сегодня используются, понятно, что как и любой... Вот сегодня такой процесс идет, да, который резонансный, все следят за ним. И, конечно, много обсуждений, много каких-то там критических высказываний. Замечательно, это всегда было, есть и будет, из какого бы материала кто ни строил. Но надо сказать, что на сегодняшний момент и люди это обсуждали, мы с людьми обсуждали и выбирали. Это из экологически допустимых и чистых материалов. Это, конечно, технология наиболее сегодня такая эффективная и быстро возводимая. Это разнонаправленно скрепленная доска, в принципе, которая достаточно хорошо сохраняет тепло, хорошую, очень серьезную несет нагрузку, легко, вертикально, быстро собирается. И все это местное производство ведь, да? Конечно, это наше якутское производство и предприятие «Алмаз», которое основной поставщик этих панелей, он работает уже на рынке не один десяток лет. И вот, кстати, была информация о том, что он тоже главный подрядчик из Горного Улуса или чуть ли не из Бескёля сам. Много такой информации. Я закончу про предприятие «Алмаз». Они уже в общей сложности, по-моему, более 300 домов поставили на наш республиканский рынок. В разных улусах их строили и частные предприниматели, и предприятия, и многоквартирные строили дома. То есть эта технология проверена. Единственное, ее нужно следить за качеством. А что касается работников, да, и на предприятии работают ребята, которые из Бескюля. И подрядчик, один из подрядчиков, я не могу сейчас называть, чтобы рекламу не создавать предприятие, он тоже местный житель, значит, уехавший из деревни в Якутск, но тем не менее сохранивший любовь к своей родине, и он ударными темпами сегодня демонстрирует, старается, значит, доказать, что он настоящий патриот своей малой родины. Еще один вопрос вам, как жителю уже Бескёля, потому что есть там такая легенда теперь про Хатика из Бескёля, что вот есть некий черный пес, облетели интернет его фотографии, который остался без хозяина. Кто-то говорит о том, что собака приходит туда, где был дом, другие говорят, что собаку бросили. Вот. Что про эти свет, что там с этой Хачас. собакой? Его звать, это очень серьезно. Как его зовут? Хачас. Очень серьезный пес. Значит, у нас много вообще хороших собак. Там, собаки у нас общительные, там, где люди вот, были добровольцы, не там же, сейчас стройка, они там находятся. Но это такой серьезный очень товарищ, он взрослый, он с хозяевами, хочу всех успокоить. У него хозяева это Яковлевы, супруги, им строится там же дом, вот где он лежит как раз, там им рядом строится дом. Пес, он уже взрослый, ему около 15 лет, он просто настолько привык к тому месту, где он всю жизнь свою провел, что он туда приходит и там действительно находится, но такой с достоинством. Ну, то есть никто его не бросал? Его никто не бросал, но он и не дает себя особо там гладить или тормошить. Он такой достойный пес. Ну, приходит, да. Приходит. Охраняет место будущего дома теперь, да? Да, он в целом по площадке там ходит, значит, лежит, интересуется. Но он не брошенный, так что не переживайте. И даже мы пошутили, поговорили, когда хозяйка приезжала. Я попросил подрядчиков, говорю, вот сейчас завершите дом, постройте, пожалуйста, еще будку, вам же не сложно. Говорит, мы ему будку построим новую возле дома. Когда дом будет. Еще один вопрос про интернет, про фотографии. Было огромное количество изображений с фото, на котором изображена
там некая птица, курица, не знаю, фазан, что-то, какая-то птица сгоревшая, с ней сгоревшие яйца, что вот это мама, она не могла бросить своих детей и так далее. Все писали, что это птица из Якутии, но потом выяснилось, что это фото откуда-то с пожаров в Австралии. Вот как вы считаете, вообще с такого рода рассылками, сообщениями как-то надо бороться? Вы знаете, такой вопрос интересный, вы меня врасплох застали. Но это же интернет. Ну вы же видели это фото. Это интернет. Вы же Вот видели смотрите, это давайте фото, так вы же вот. видели душесчипательную подпись, что она мама, она не Да, могла улететь. Я вам про собаку ответил? Да. А я вот про птицу решила спросить. Вот, смотрите, надо понимать, что это интернет. И общаясь с интернетом, нужно для себя очень четко дать себе установку, что ты прочитаешь то и возьмешь из интернета то, что ты хочешь прочитать, и то, что ты хочешь узнать. Но не забывай, что кто-то это пишет, или кто-то выкладывает эту фотографию. И тот, кто выкладывает или пишет, наверняка у него есть свой смысл. Так ты своим смыслом живи, а не смыслом того, который выкладывает. Осмысливай все, обдумывай, интересуйся. За этой фотографией, наверное, стоит какая-то другая информация, которую стоит изучить, прежде чем либо плакать, либо смеяться. Ну вот они же специально расшатывают. Да, конечно. Ну, интернет – это вообще величайшее достижение нашего времени, если его использовать правильно. Но, как и любое великое достижение, сильное, мощное, энергетически насыщенное, оно может приносить и вред, если не умело им пользоваться. Поэтому здесь нужно каждому для себя решать, что ты делаешь вот с этой коробочкой, в которую смотришь, и какие выводы из всего делаешь. Ну вот борьба с пожарами у нас все лето продолжалась, битва за тайгу, да, так называемая, и дети даже подключились к этой битве, рисовали рисунки целыми группами детского сада, чтобы поддержать взрослых в борьбе с огнем. Вот как вы считаете, вообще, насколько якутян сплотила эта борьба? Якутяне вообще, как я заметил, люди очень дружные, и у них очень ярко выражена любовь к своей малой родине, вот именно к республике, поселку, к республике, к Улусу, к городу. В конце концов, это заметно, это бросается в глаза. Мне вот, во всяком случае, сейчас я уже сжился, вот в первое время сразу заметно. А что касается вопроса, сплотило или насколько сплотило это жителей, здесь, наверное, не только об Якутии надо говорить, но любая такого рода большая катастрофа, которая не оставляет возможности тебе находиться за кадром и наблюдать, а ты вовлечен в этот процесс. Любая такая, конечно, такого рода катастрофа природная. А я хочу напомнить, что с природой еще никто не научился бороться. И природа нам постоянно преподносит такие уроки. И когда ты понимаешь, что ты за кадром не остаешься, это совсем формирует другой метод и способ мышления, и люди становятся другими. Они становятся более отзывчивыми, более дружными, и себя ощущают как единое целое, да, как люди, как человечество. И здесь неважно, маленькие ребятишки, дети тоже очень тонко чувствуют все эти моменты. Поэтому, конечно же, это все сплачивает. Но, к сожалению, вот такие вот вещи. Ну вот, кстати, это же ваш не первый опыт. Вы работали в Иркутске, когда было первый. наводнение в Тулуне, и вы боролись с его последствиями. Ну, я помню и пожары в Иркутске 2015 года. Наши иркутяне это прекрасно помнят. Вокруг Иркутска это были очень серьезные тоже пожары и проблемы серьезные вызовы, после которых мы определенные выводы тоже делали по борьбе и формированию системы борьбы с пожарами. И наводнения в Тулуне там ровно так же. И неважно, от чего люди пострадали, от огня или от воды. Это, ну, какой-то, еще раз говорю, вот, к сожалению, надо пройти вот такую катастрофу, чтобы у людей сформировалась какое-то такая общность мышления, общее восприятие. Люди действительно становятся другими. Ну вот вы не раз сегодня за эфир сказали, у нас в Бескёле, у нас в Якутии, мои односельчане, вы уже год работаете в заместительное правительство нашего региона, ну почти год, да, и вот поделитесь своими впечатлениями, расскажите о людях, которые, может, вас удивили. В целом, в правительстве? Или нет, вообще, в принципе, в Якутии. Ну, у меня в правительстве, знаете, я уже достаточно опытный человек, и меня чем-то удивить, наверное, так, чтобы я удивился, сложно.
Даже цинизм уже определенный присутствует. Он с опытом приходит. А вот в Бескюле меня люди удивили. Я не первый раз, еще раз говорю, встречаюсь с пострадавшими людьми, да, и здесь вот я видел глаза этих людей буквально в первый день, да, когда мы приехали, это случилось. И для меня, как для человека, наверное, чиновник уже отходит на второй план. Очень важно сейчас сделать что-то, чтобы взгляд, понимание, да, лица этих людей поменялись, чтобы вернулось доверие, чтобы у них тревога ушла. И мы делаем это, я вижу, люди все равно меняются. Вот это здорово. Вот, наверное, основная задача моя здесь работать, моей работы, это очень сильно стимулирует. Может быть, звучит немножечко высокопарно, но это так действительно. Спасибо. Ну что ж, у нас время программы уже подходит к концу. Спасибо вам большое за интересный разговор, за ваш труд. Мы все прекрасно понимаем, насколько серьезная и ответственная работа по восстановлению села и для всех, кто трудится. И очень важно в любой ситуации оставаться человеком, да, отзывчивым человеком, не оставаться в стороне от беды других. В Якутии так было всегда. Тут люди всегда славились взаимовыручкой, добрым сердцем. Пусть все пройденные сложности этим летом принесут опыт и дадут возможность не допускать повторения этой ситуации. Да, спасибо. Вам спасибо, журналистам, средствам массовой информации, за то, что освещаете, поддерживаете людей. Большое спасибо всем, кто боролся с огнем этим летом. Якутия вас благодарит. Ну а мы все очень надеемся, что следующее лето все жители Якутии смогут провести без дыма, а жители села Бескюль будут встречать Новый год в своих теплых, новых, благоустроенных, красивых домах. На этом выпуск нашей программы подошел к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.